В эфире новости, в студии Марфирина Алексеева. Здравствуйте. Выпуск начнем с брифинга об отборе на военную службу по контракту. Предлагаю послушать. Пункт отбора на военную службу по контракту в городе Якутск не прекращает отбор граждан, изъявивших желание заключить контракт с Министерством обороны Российской Федерации. Служба по контракту – это не только возможность проявить себя, но и стабильная работа с достойной заработной платой, социальными гарантиями и перспективами карьерного роста. Военнослужащий по контракту за первый год службы может заработать более 4 миллионов рублей. В них входят как единовременные денежные выплаты из федерального, регионального и городского бюджетов, составляющие 1 миллион 400 тысяч рублей, так и ежемесячное денежное довольствие военнослужащего, которое может достигать до 400 тысяч рублей в месяц. Сегодня судьба Родины в наших руках. Приглашаем и вас стать частью сплоченной армейской семьи, чтобы бок о бок с нашими соотечественниками решительно громить неонацистов. Ждем вас в любое удобное время по адресу город Якутск, улица Чапаева, дом 23. Дополнительную информацию можно узнать по телефону 8 41 12 32 10 40 или 8 924 166 13 93. Далее перейдем к новостям и вначале коротко об основных темах выпуска. Сложная гидрологическая обстановка осложняет перевозку пассажиров на воздушных подушках. Об актуальной схеме работы на переправах. За храбрость и самоотверженность троим юным якутянам присвоили высокие звания «Дети-герои». Чем отличились ребята? В спортивной школе Хандыги открыли новый фитнес-зал. Для кого он предназначен и от чего был крайне необходим? На арктических автозимниках ведутся работы по намораживанию льда. Работы проводят специалисты Верхоянского дорожного участка на автозимнике Яна и Верхояне. Это ускоряет набор толщины льда на водоеме для увеличения несущей способности на переправе. Поверхность льда очищается от снега для устранения эффекта одеяла. Очистка ледового участка производится вручную, так как в ранние периоды грузоподъемность льда не позволяет выход техники на недостаточно окрепший лед. В период формирования ледостава в Амгинском районе проводится комплекс мероприятий в целях предупреждения происшествий на водных объектах. Сотрудники ГИМС и ГИБДД вместе с административной комиссией района проводят профилактические патрулирования, рейды по направлению Амга-Чакыр и Амга-Устьмая. В данное время толщина льда составляет 15-25 сантиметров. Несмотря на это, многие нарушают запрет и выезжают на лед. В период с ноября по декабрь до наступления устойчивых морозов лед недостаточно прочный. Сегодня сотрудники ГИМС и ГИБДД произвели замеры толщины льда и установили примерную дату открытия переправы. С сотрудниками ГИМС проводим рейдовые мероприятия на переправе Чакыр, также на переправе Устьмая на региональной автодороге Амга. Обращение к водителям, да, чтобы воздержались от проезда. Лед пока еще очень тонкий, не окреп. Но приблизительно ожидается открытие ледовой переправы на Чакыр, ближе, наверное, к 10 числу, 10 ноября будет открыта ледовая переправа официально. На региональной автодороге Амга тоже, наверное, числа к 10 уже откроем. В столице республики продолжается перевозка пассажиров на воздушных подушках. Однако сложная гидрологическая обстановка осложняет их работу. Пассажиров перевозят с пересадкой на острове в 20 километрах. Дальше на аэроботах дорога с одного берега на другой занимает 20-25 минут. Иногда даже больше. Все зависит от обстановки. Подобная схема работы продолжится до тех пор, пока река не встанет. На переправе работают около 30 судов на воздушной подушке. Интервал движения составляет в среднем 10 минут. Стоимость проезда остается прежней – 5000 рублей. На обоих берегах реки оборудованы теплые помещения, где пассажиры могут в комфортных условиях ожидать своего рейса. Слаженнко работают, да, но очень долго ждать. Но если бы мост построили бы, это очень хорошо было бы. Все помогают залезть, не зайти, а залезть вот в эту вот душегубку. Ну, насчет этого они молодцы. Очень сложно у них работа, очень. Ну, а куда деваться? Ну, вот в больницу приехала, и видите, какие сложности. Нужен мост через Лену. Вот тогда лучше будет. Жизнь будет веселей.
Во Владивостоке студенты ДФПУ не могут уехать домой. Студенты, обучающиеся на кампусе Дальневосточного федерального университета, изо дня в день сталкиваются с проблемами общественного транспорта до города. Маршрут у автобусов один – остров Русский город. Из-за перенагруженности автобусов многим студентам просто не удается попасть в транспорт. Им приходится идти вверх по острову и садиться за несколько остановок назад, чтобы не попасть в длинную очередь. Цены на такси высокие, ситуация повторяется ежегодно. Администрация города пыталась решить проблему, открыв новый маршрут 11, который должен курсировать до острова. Однако это не привело к ощутимым изменениям. Проблема с транспортом остается актуальной и требует внимания со стороны властей. Я слышала, что я сама не видела, но у некоторых людей случаются гипоксии, они теряют сознание прямо в автобусе и падают на людей. Я не знаю, что нужно сделать, как решить эту проблему. Там добавить больше автобусов, либо какие-то маршруты более такие проложить, чтобы для именно студентов было удобнее. А для жителей какие-то там отдельные маршруты, может быть. За храбрость и самоотверженность детей-героев наградили памятной медалью за проявленное мужество. Обладателями медалей стали Рамеш Муратов, Роберт Ноев и Николай Жирков. Они спасли человеческие жизни при пожарах в Якутии. Награждение прошло в рамках всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои». С 2014 года чествуют детей, которые проявили героизм, мужество и спасли человеческие жизни. Работа ведется совместно с МЧС России и муниципальными образованиями. Ребятам присваивают высокие звания «Дети-герои», а также памятные подарки. Необходимо действовать. Большое спасибо. Ребята проявляют героизм, спасают человеческие жизни, и они по представлению государственных органов получают высшую награду «Дети-герои». И накануне Дня единства мы сегодня вручили нашим детям награды. Они спасли человеческие жизни. Эта акция, эта работа будет продолжаться. Мы очень благодарны нашим детям, родителям, администрациям школ. В Вилюйском Улусе прошло улусное родительское собрание. Очно участие приняли около 80 родителей. Из поселения Улуса родители подключились через платформу «Сферу». Основная цель собрания – ознакомить законных представителей с актуальными направлениями в сфере образования, с итогами прошлого учебного года, задачами на текущий учебный год. Помимо родителей в собрании приняли участие представители администрации района, города, сотрудники Министерства внутренних дел по делам несовершеннолетних. В завершение избрали новый состав Улусного родительского комитета. Я состою в родкомитете года 3-4, наверное, уже. За целый год проводится многоплановая работа с родителями. Мы, родители, являемся первыми помощниками и для воспитателей и для учителей. Хотелось бы призвать всех родителей быть поактивнее и креативнее, чтобы участвовать во всероссийских и в республиканских грантовых работах. Улусный конкурс копиистов «Любимая картина великого художника» среди учащихся художественных классов детской школы искусства Татинского Улуса проводится уже 4-й год. Улусный конкурс копиистов «Любимая картина великого художника» среди учащихся художественных классов детской школы искусств Татинского Улуса проводится в 4-й год. Самые сложные задачи они встречают в процессе копирования, когда ищут похожие цвета, которые видят в подлинниках, когда кладут похожие мазки, которые видят в работах великих мастеров, когда проводят линии и рисуют штрихи, которые должны быть максимально похожими на линии великих мастеров. Я нарисовала девушку с жемчужной сережкой. Самое главное в этой картине – это жемчужная сережка. Она каплеобразной формы. Девушка, которая изображена на этой картине, до сих пор неизвестна, но есть предположение, что это была дочь Мария Вермеер. Девушка одета в желто-коричневое одеяние. Наверху расположен ее тюрбан турецкого стиля. Это кажется очень трудно, но я смогла более похоже сделать. Это мой первый рисунок, который я сделала, и я думаю, что это очень красиво. Республиканский детский конкурс «Запевала Сохой» проводится в 2 тура. В Верхневилюйске его разделили на 2 этапа. В первом участвуют 29 ребят из центральных наслегов, во втором – 28 из заречных. Если сравнивать с предыдущими конкурсами, это средний показатель, так как ранее участников было намного больше.
Молодые запевалы разного школьного возраста слушают друг друга, учатся новому и перенимают опыт. Темы у всех разные, поэтому разнообразие выступлений радует жюри. Оценивают не только голос и смысл текста, но и подачу, а также способность вести за собой весь хоровод. По программе многоуважаемого нашего руководителя общества Осоха Верхоневрусского Луса Дмитрия Яковлевича Федотова раньше проводились детские круговые танцы Осохой. Там участвовали около 200 учащихся. А сейчас это 60 учащихся, средние. В честь его имени с 2025 года собираемся возобновить проект «Школа Осохая». Приятной новостью для жителей Хандыги стало открытие в Тампонской детско-юношеской спортивной школе имени Виктора Лебедева женского фитнес-зала. Это первый специальный зал для женских тренировок, который давно был необходим. Подробности далее. В Тампонской ДЮСШ тренажерный зал пользуется большой популярностью как у новичков, так и у профессионалов. В этом году наш глава республики Айсен Сергеевич подписал, как вы сами знаете, 8 стратегических указов, в одном из которых у нас как раз здоровый образ жизни и здравоохранение. И я думаю, что открытие такого зала тоже является одним из таких направлений, которые помогают нам, как руководителям и нашему населению, реализовать эти проекты. И если раньше все занимались в одном зале, то теперь женщины и мужчины будут тренироваться отдельно. В обоих помещениях проведены ремонты и закуплено спортивное оборудование. В Хандыге давно была потребность и пожелание, чтобы женский спортивный зал был отдельно, именно тренажерный. И по инициативе главы нашего района Якова Никентьевича этот проект реализован. Оборудование и инвентарь приобретены на средства компании «Полиметалл». Куплены беговые дорожки, велотренажеры, станок гребли. Ремонт женского и мужского залов осуществлен по инициативе главы Тампонского района Якова Степанова. А новые тренажеры и спортивный инвентарь от горнодобывающей компании «Полиметалл» теперь будут доступны для всех посетителей. Символично, что тренажерный зал в Хандыге открыт в год семьи в Российской Федерации, год детства в республике и в год матери в Тампонском районе, который станет центром притяжения молодых мам, взрослых женщин и детей, центром общения и здоровья. Мария Винокурова, Хандыга, Тампонский район. К этому часу это все новости. Еще больше актуальной информации о событиях республики и за ее пределами вы найдете на наших официальных сайтах. До встречи в эфире.